молодец, очень хорошо. Экос – это дом, наше жилище. То есть мы должны его беречь, сохранять, приумножать, развивать, и чтобы у нас все вокруг расцветало. Для того, чтобы у нас вокруг природа была чистой, чистая вода, чистый воздух, чистая земля, что мы должны сделать? Да? В первую очередь поднимите руки, кто утилизирует мусор раздельно, в каком доме. Каким образом? Мы кладем пластик в другое место. Ой, какие молодцы. А кто батарейки собирает, отдельно сдает? Сколько много экологичных детей. Это вы экологически культурные дети. Скворечники у кого висят? Кто сделал скворечники? Так. Кто посадил свое первое деревце? Так, сколько больше? Кто больше посадил деревьев? Понимаешь, сколько? 4 дерева. Какие деревья? В основном березы. Ой, какие молодцы. Так, теперь должны знать экологические даты. Для чего экологические даты проводятся, праздники, да? Для того, чтобы заострить внимание на той или иной экологической проблеме. 22 марта – Всемирный день воды. Запомните, 22 марта – Всемирный день воды. 22 апреля, запомните, дата ветер, да? 22 апреля у нас Международный день Земли. А 1 апреля у нас какой день? Не день смеха для экологов, а Международный день птиц. И 5 июня у нас день эколога, Всемирный день окружающей среды. Помимо этого у нас есть республиканские экологические праздники. Это у нас день подснежников 18 мая, 2 июля день реки Лена. Наверное, слышали, да? Подснежники рисовали, фотографировали, да? Кто срывал подснежники, поднимите руки. Это плохо. Понимаете, далее начинают поднимать руки. Ага. Какие подснежники растут, да? Надо наблюдать за природой, всегда наблюдать. Вот сейчас, например, какие перелетные птицы у нас, да, улетают к себе домой. Какие у нас виды журавлей, какие зимой остаются птицы, как их правильно кормить, да? Потом, какие скворечники тоже правильно надо сделать, да? Как сохранять воду, беречь, да? Именно вот в поход идете, одноразовые стаканы, посуду вообще не берите, одноразовые скатерть. У вас в доме должен быть набор для пикничка. Понимаете, оно будет и экономно, да? 1000 раз не будете покупать посуду, во-первых. И во-вторых, вы не будете засорять природу. Нельзя сжигать костры. Но это вам все уже учителя все рассказывают, да? Пить соки тоже пластиковых поменьше пейте. Пусть компоты и морсы варят родители. Это будет полезнее, экономнее и для природы. Природа наша сохранится, потому что пластик у нас лежит сколько? 500 лет. Представляете, не разлагается. А вы своим детям какую природу оставите после себя? Поедете в лес по грибы, везде будет пластик валяться, мусор, да? Обязательно надо участвовать на субботниках с родителями, сажать деревья, да? Но это все вам, ваша учительница, у вас, наверное, есть предмет, окружающий нет. И чтобы стать именно эколенком, да, эколят у нас есть движение всероссийское, вот смотрите, у нас герои эколята. Азбуку природолюбия торжественно я вручу вашей учительнице. Здесь очень много полезных игр, рассказов и правил, как вести себя, да, на природе. У вас будут проходить занятия по окружающей среде, обязательно прочитайте каждый раз по одной главе, да, и будьте готовы стать эколятами. Мы вас торжественно в каком-нибудь театре, да, примем в ряды эколят. Эколят это, то есть надо сделать природоохранные добрые дела, помочь природе, да, сохранить или уберечь от всего того, что вот я вам рассказала, да. И после эколят, когда вы еще вырастете, вы торжественно дальше можете быть приняты зеленые пионеры. Каждый человек должен быть экологом. Это не профессия, эколог это должно быть от души идти. В каждой семье вы должны иметь экосумку, набор для пикника, да? Экосумка для чего? Чтобы не использовать каждый день пакеты. Сколько стоят пакеты, скажите родителям, сколько они покупают? Вы сегодня идите домой и посчитайте, сколько пакетов вы покупаете, сколько их выбрасываете. Они не разлагаются.
Пусть из старых вещей сошьют эко-сумки или хотя бы свяжут, да, и из ниток. Авоськи для этих и носить. Вот, например, бахилы тоже многоразовые нужно сделать. Тогда будет меньше мусора. Природа будет вам очень благодарна. Все, спасибо за внимание. Я очень быстро говорю, потому что впереди вас ждет очень интересная экологическая сказка. Вручаем книгу Мирославе Фанасюк. Сегодня у нас урок сказка, поэтому очень внимательно слушаем. Если я буду поднимать руку, значит, что нужно сделать? Закрыть, да? Слушать внимательно. Если я останавливаюсь, значит, тоже надо внимательно слушать. Хорошо? Сегодня вы будете по сказке рисовать рисунки. Как можете любого персонажа нарисовать. Какой вам понравился, или какой-то сюжет, что там произошло. И за это мы сегодня вам поставим оценки. Хорошо? Ну, давайте начнем. Приключения розовой чайки и ее друзей. Жизнь через 30 лет. В далеком северном городе на больничной койке лежала тяжело больная девочка. Она во сне увидела синее небо. Взлетая, юное создание превратилось в необычной красоты розовую чайку, дочь Африки. Под звуки северного аккордеона, под ритм северных вечер, перед ее глазами, морозными узорами, северными ветрами проносились юрты, балаганы, белые просторы тундры. Послышался волшебный звук снега. Особый дар спасения медвежонка. Розовая чайка услышала выстрелы, доносящиеся из леса, но всегда тянула в ту неизведанную сторону. Услышав плач, юная чайка, забыв страх, покинула родное озеро и стремительно полетела в тайгу. В кустах она заметила раненого медвежонка. Его подстрелили браконьеры. Малыш истекал кровью и мог погибнуть. Когда-то так браконьеры убили его мать. Потеряв самое дорогое, он долго скитался один по тайге. Люди иногда бывали в этих местах. Медвежонок знал, заслышав голоса, нужно прятаться. Чайка боялась, что браконьеры в любой момент могут вернуться за своей добычей. А понять медвежонка она не могла. И тут она вспомнила, как бабушка рассказывала про ее особый дар природы. Ты, Лола, символ чистоты и света, ты сияние водной лазури, ты отблеск северных сияний, прекрасная заря. Ты сильнее тьмы. Ты, Лола, сможешь растопить зло, любовью чистого сердца и поменять мир. Надо только очень захотеть, и твои желания, исходящие из самого сердца, обязательно сбудутся. Но о чем бы ни мечтала Лола, ее желания никогда не исполнялись. Ни желание иметь перламутровые перышки, как у подруги, ни мечта жить в таких же красивых, просторных гнездах, как большие птицы. Поэтому она давно перестала верить в бабушкины сказки. Но на этот раз юная чайка очень захотела помочь бедному медвежонку, поэтому она решила попробовать еще раз. И взволнованная Лола стала приговаривать, как учила ее бабушка. Я луч света, луч мечты, солнце, небо, помоги, земля, воздух, силу дай, жизни искру передай. Вдруг медвежонок зашевелился, кровь остановилась, и на глазах затянулась глубокая рана, а на месте выросла шерсть. Невероятно, подумала чайка. Не успела она удивиться, как услышала вновь выстрелы. От страха и ужаса они вдвоем ринулись в первую попавшуюся нору. Неизвестно, сколько они там посидели, притаившись, боясь шелохнуться, что не заметили, как уснули. А проснувшись и осознавши все позади, вышли. Привыкнув к свету, она никак не могла понять, где же они находятся. Кругом был тот же лес, но какой-то унылый, серый, тихий. Птицы не пели, а небо затянулось дымкой. Везде лежал мусор, стало грязно, плохо пахло. Деревья и кусты, которые служили надежным прикрытием, поредели, зачахло, будто высохли. Будто ветер пригнал весь мусор со свалки, прошелся дикий ураган. Новоиспеченные друзья даже не смогли предположить, что произошло с лесом за столь короткое время, как слышали тяжелые стоны. Это олененок застрял в вязкой вонючей трясине и не мог сдвинуться с места. Нельзя было стоять и смотреть, как он погибает. Надо выручать. Каждую минуту олень погружался в грязное месиво. Шустрый медвежонок ринулся искать палки.
Случаем подложил под брюхо оленя, чтобы грязная яма не затянула его. Пригнув березу, чайка крикнул: «Держись!» Северный олень, схватившись зубами за ветки, выкарабкался. Встав на свои сильные ноги, олень стал красивым и статным. «Вы спасли мне жизнь! Я благодарен вам! Теперь я ваш помощник! Меня зовут олененок Арчи, а вас? Меня зовут медвежонок Сотик, а меня чайка Лола». И Лола и Сотик рассмеялись, ведь они даже не успели познакомиться. «А что же делать с этой грязной трясиной? Вы даже могут попасть другие животные», — отвечала делать чайка. И она почти машинально выщипала перышки из-под крыла, как делала ее любимая бабушка, произнесла заклинание и бросила в середину болота. Вскоре на месте упавших перышек появились росточкой, а из них начали тянуться молодые телеса. Своими корнями они всасывали влагу, напитываясь неведомой силой, росли все выше и выше. Так вместо болота появился прекрасный сосновый бор с пышным мягким ковром ягеля. Ребята обрадовались неведомому чуду, начали обниматься, танцевать и благодарить смущенную чайку. «Ты наша северная фея, фея природы», — смеялись они. Пожар в тайге. «Ой, чем это пахнет? Неужели это пожар?» — сказал медвежонок. Олененок принюхался, навострил уши и посмотрел по сторонам. «Да, в той стороне леса горит. В той стороне тряси горит лес». От полыхающей тайгой кружит совенок. Его крылышки опалились, ему не хватало воздуха. И он вот-вот задохнется едким дымом. Пламя поглотит его. Ни чайка, ни олененок с медвежонком не могли подступить к горящему, всепоглощающему чреву. И розовая чайка стала просить небеса, чтобы полил дождь. Лола начала приговаривать словами старой чайки. «Я луч света, лучше мечты, солнце, небо, помоги, земля, воздух, силу дай, ветер тучи нагоняй». Спешили тяжелые тучи, полил дождь. Вместе с водой потекла какая-то ядовито-зеленая жижа. «Ой, что это?» — воскликнула испуганная чайка. «Я опять что-то делала не так». «5-4!» — крикнула олененок Арчи. Портал. Машина пения. В укрытии олененок объяснил. «Это все из-за химического завода, который построили рядом с нашим лесом, недалеко от города». «Как? Ведь нет никакого завода!» — крикнул медвежонок. «Да, так было раньше, когда-то очень давно. Мне рассказывал об этом дедушка. Но лет 10 назад, в 2040 году, его все-таки построили», — сказала Леня. «Что? В каком году? Всего лишь 2019. Что ты такое говоришь?» — возмущался неугомонный медвежонок. А чайка удивленно слушала. «Ребята, уже давно наступил 2050 год. Так, я, кажется, начинаю понимать, кто вы и откуда», — многозначительно заявил олененок Арчи. «Вы пришельцы из прошлого». «Ничего мы не из прошлого!» — закричала в сетке, что медвежонок. «Мы как раз, что не есть самого настоящего». Постойте, вы зашли в лаз, не так ли?» — спросил рогатый друг. «Да, а что?» — нетерпеливо перебил медвежонок. «Значит, вы попали в портал, в то место, которое мгновенно перемещает во времени», — радостно воскликнула олененок Арчи. «Да ты что?» — воскликнул медвежонок Сотик. «Я смотрел по ютубу, но думал, это фэнтези, выдумки ботаников. А значит, мы попали в окно, через которое перемещается из одного мира в другой. Вот это да! Вот почему я не узнал свой собственный лес. Вроде бы он тот же, но совсем другой, как в страшном сне». «А мне рассказывала об этом бабушка, но я опять же не верила ей», — расстроенно сказала Лола. «Она говорила, что найти двери в другой мир почти невозможно. Вход в него запрещен, его могут попасть только подготовленные. Но если и суждено попасть в него простым смертным, то это неспроста». И она еще говорила: «Подождите, дайте вспомнить. Значит так, избранники, попавшие в другое измерение или время, должны поменять что-то важное. Да, очень важное. Может быть, поменять будущее или настоящее?» И даже говорит чайке, олененок радостно закричал: «Дождь закончился, выходите!» Действительно, дождь перестал лить, и пожар погас, и тут подлетел взъерошенный совенок. «Я видел вас, вы пытались мне помочь. Спасибо, ребята, меня зовут Бублик, а вас?» Чайка Лола и медвежонок представились. «Я Лола, я Сотик». «Они вдвоем из прошлого», — уточнил олененок. «А я из реальности, зовут меня Арчи», — многозначительно сказал олененок, подметнул всех хитрыми огоньками глаз. «Вот это да, будем знакомы. Впервые вижу кого-то из прошлого. Я много читал про временной портал, мгновенное передвижение в пространстве и времени. Но ни разу не видел таких счастливчиков», — сказал удивленный совенок.
Новоиспеченные друзья остались в лесу, оживленные, обсуждая произошедшее и наперебой расспрашивая о жизни в другом времени. А розовая чайка не могла больше сидеть на месте. Смутная тревога поселилась в ее нежном сердце. Ей не терпелось поскорее проведать свое родное озеро. Гибель озера, подруга в опасности. Лола не поверила своим глазам. Некогда огромное, чистое, голубое озеро превратилось в маленький грязный протухший водоем. Вокруг назойливо кружили мухи, в воде плавали целлофановые пакеты, бутылки колы, одноразовая посуда. Даже некуда было присесть. Кружа долго, в отчаянии, сокрушаясь и плача над своими любимыми родными местами, она наконец-то увидела корягу и села расстроенная, не заметив, что это рыболовная сеть. Лола пыталась выбраться, кричала, звала чаек, но никто не откликнулся. Чем больше она предпринимала попытки выбраться, тем больше запутывалась. Паника, бессилие и отчаяние пронзили все ее существо. Тем временем в лесу наши друзья заметили, что давно уже нет их подружки Чайки, и умный совенок предположил, скорее всего, Лола полетела в места обитания, к озеру. Куда еще же может полететь Чайка? За мной, к ближайшему водоему. Все прислушали к словам мудрого друга и направились за ним. Их встретило неприветливое, мрачное, тихое озеро. Их Лолы нигде не было. Совенок полетел искать глубь озера, а друзья остались исследовать берег. И вот совенок, увидев светлое пятно, подлетел поближе. Да, его ожидания оправдались. Это была Чайка. «Лола!» — закричал он, но никто не ответил. Она лежала без сознания, запутанная и обессиленная. «Сейчас мы что-нибудь придумаем», — сказал он, и стремительно полетел к друзьям. Так, совенок все рассказал, друзья рассмеялись, не зная, что же делать и как же добраться до пленницы. Обращение к духу озера. В таких случаях может помочь дух. Хозяин местности, надо обратиться к духу озера, сказала Лена Карчи. Да, но как же его вызвать? Не думали друзья. Мы должны мысленно просить духа озера помочь освободить Чайку, ответил Арчи. И достав свой волшебный хомут, который достался ему по наследству, молодой олень начал издавать мистические звуки, проникающие в самые укромные потаенные уголки души, будоражащие сердца. И дух озера услышал мольбу. «Я помогу вам, друзья! Я знаю Лола!» И знал весь ее мудрый род хранителей мира, чистоты и света. Я знал и ждал, что кто-то должен вернуться, а когда воды начали не есть, стало тяжко, начался голод. Часть обитателей погибла, другая стала покидать родные места в поисках лучшей доли. И вот настал тот день, вернулась юная Чайка. Друзья, не беспокойтесь, с ней все будет хорошо. Очистите глубокие воды и широкие берега. Вместе спасем озеро, сказал дух. Конечно, мы сделаем все, что в наших силах, пообещали друзья. И тут они услышали радостный крик розовой чайки. Она летела к ним. «Ребята, представляете, мне приснился сон, будто я запуталась в сетях и никак не могла выбраться. И во сне ко мне пришел сам дух озера, о котором рассказывала бабушка. Он помог мне освободиться». Дух озера сказал: «Поверь, скоро вернется к жизни озеро, и вы с друзьями поможете мне в этом», — поведала Чайка. «Но это не сон, Лола!» — наперебой закричали друзья. «Это мы позвали духа озера освободить тебя». «Так это было по-настоящему?» — удивилась обрадованная Чайка. «Как же раньше я не верила в это?» Ребята, во время повествования сказки вы можете сразу же рисовать. Хорошо? Возьмите фломастеры свои и нарисовать. Одновременно, ребята, и слушаем, и рисуем то, что вы уже задумали. Субботник на озеро. Советом друзей было решено начать очистить берег от мусора. Они смело взялись за дело. Казалось, бутылкам, битым стеклам, пластику, целлофановым пакетам не будет конца. Но позже юных людях стало радовать, что на очищенных местах весело пробивалась зеленая травка. Это прекрасное начало давало им силы двигаться дальше. Совенок Бублик был мозговым штурмом компании, а медвежонок – идейным вдохновителем и прекрасным мастером. Когда с мусором на берегу было покончено, друзья по совету совенка взялись за сооружение плота. Медвежонок тем временем расстелил весла и сочли до сбора мусора. Вот так. С помощью плота спасатели озера могли быстро передвигаться и очищать его. Мало-помалому озеро начинало дышать. Огненная гладь радостно заребила на солнце, а под водой начались свои чудесные процессы. Мы почти закончили, подытожил
Совенок гуглил. Осталось решить, что сделать с собранным мусором и соорудить урны, чтобы этого не повторилось. Весь собравшийся мусор они докопали в яму. И вдохновленная чайка, выдернув из себя несколько перышек, бросив в середину ямы, начала считать заповедь. Вдруг на месте упавших перышек появились семена жизни и дали зеленые ростки, из которых в общей радости выросли кустарники, деревья и благоухающие травы. Из собранной железной проволоки друзья соорудили необычные мусоросборники. В виде рыбок, птиц, зверей они служили прекрасными скульптурами, украшающие озеро, а также выполняли роль контейнера, который с удовольствием можно было наполнять и несать в природу. А самое важное, можно было раздельно собирать стекло, пластик, бумагу, для переработки и дальнейшего использования. Алина Капач сказала: давайте поблагодарим духа озера, духов местности за возвращение жизни. Чайка Лола с двумя чайками с благодарностью взлетела в небо, увидев их вверху. Чистое голубое, такое родное озеро радостно окунулось в воду, а вынырнув в реке высоко-высоко громко закричала: ура, наше гнездо возвернулось в наше озеро. Что случилось с лесом? Вернувшись в лес, друзья увидели раны пожарища, обглоданные деревья, а с другой стороны мусорные горы, серые вытоптанные пятна. Что случилось с нашим лесом? Огорченно воскликнул косолапый друг. Почему так произошло? Откуда взялся этот страшный пожар? Недоумевала юная чайка. Люди приезжают в лес отдохнуть, устраивают пикники, жарят шашлыки, оставляют незатушенные костры, бросая мусор и сигареты, грустно ответила Алина Наташи. А еще человек с ружьем — главная опасность для нас. К тому же это проклятый химический завод. Из-за него льет увидите кислотный дождь. Ядовитыми выбросами завод отравляет все живое. Правильно сказал Совенок. Наше солнышко почти не видно из-за отравленного дыма, застилающего небо. Из-за этого нам трудно дышать, а у жителей начались болезни и голод. А до этого здесь росло много грибов, ягод, было много животных и птиц. «О, что это?» — воскликнула чайка Лола, заметив уродливые пеньки. И тут кто-то тихо-тихо произнес: «Мы не можем больше молчать, мы живем в страхе, ты видишь, что остается от нас. Каждую зиму сюда приходят люди, называя нас зелеными красавицами, рубят на новогодний праздник. Из большой дружной семьи нас осталось совсем мало. Много деревьев рубят, на строительство домов и другие нужды. Но самая страшная беда — это пожары. О, мы обязательно поможем вам, девочки», — обещала чуткая чайка. Как возродить тайгу? Друзья задумались, как излечить раны, как возродить разноцветные платья тайги, как все исправить. Если даже юная чайка ощиплет все свои розовые сизые перышки, чтобы помочь возвратить лес, крылатая подруга навеки утратит способность летать, а зимний свой волшебный дар. Советом друзей было решено начать уборки мусора, затем заняться посадкой деревьев. Но лес такой большой, надо позвать всех будущих обитателей леса. Но как? «Мне кажется, поздно, что нужно», — сказала Лимона Капчи, аккуратно доставая древний мистический инструмент. И вот по тайге разнеслись космические звуки хомута. Олень, набирая обороты, неистово играл, будоражив, будто отражая вибрации стук своего беспокойного сердца. Мощный поток живой энергии, казалось, достигал самых отдаленных уголков Вселенной. И мистические позвонили, услышал и свой народ. По велению великого шамана. А в то время где-то в большом городе у больничной койки тяжело больной девочки сидели опечаленные бабушка и дедушка. Они ничем не могли облегчить страдания этой одиночки. Оплачены лучшие доктора, скорежки, зарубежные клиники, но все было напрасно. Жить ей осталось недолго, сказали врачи. Есть влиятельный известный человек, у которого было все, который одним звонком мог решить любые глобальные вопросы, сидел в отчаянии, не зная, как помочь. Маленькой девочке с каждым днем становилось все хуже и хуже. Кто-то сказал: надо обратиться к великому Аюну, шаману, только он сможет помочь. И молодой мужчина давно уже не верил в эти устаревшие бредни, но понял, это последний шанс спасти любимую внучку. Служители древней религии нашли в ближайшем гости. Всю ночь он помлал и на утро ответил: «Я не смогу вам помочь. Вам поможет дочь северного края, заря полярного круга, розовая чайка. Встретить ее можно, если повезет, она исполняет желание. За это ее народ прозвал жар птицей арки».
шаман, привычной команды голосом, хотела было крикнуть. Грозно крикнуть мужчина, но обжигающие искры из глаз шамана отрезвили его. Что за глупости? Какая же чайка? Где ее найти? На силу сдерживая гнев, произнес рассерженный мужчина. Только ваше сердце может подсказать, где ее искать. Увидел носитель древнего секрета. О, великий шаман, я куплю все, что ты захочешь, заплачу сколько тебе надо. Только найди эту чертову птицу, умолял чиновник. Мужчина, взяв телефон судорожно, начал писать объявление с обращением на телевидение. Найти за вознаграждение. Ты не понял, найти должны быть сами, только ты и твоя жена, резко отсек его шаман. Как пойти туда, куда не знаю куда? Ведь наша внучка может умереть, горько заплакала безутешная женщина. Я вам дам испить магический эликсир, и вы начнете слышать и понимать живую природу. Но помните, гнев и отчаянно не помогут вам найти дорогу, сказал на прощание великий шаман. Ради единственной кровиночки они взяли себя в руки, и теперь все богатства мира были не нужны, лишь бы внучка осталась жива. Дорога к розовой чайке. И вот персональный современный вертолет с палатками, провизией, обмундированием был готов. Через полчаса супруги были далеко за городом. Долго шли они, видели много разных птиц, проходя леса, озера, реки. Но сколько по имени искали редкую птицу, найти ее не могли. Они умоляли дать знак, но лишь слышали треск сучьев под ногами, выбившись из сил, потеряв